Здравствуйте! В эфире телеканала «Итоги дня», в студии Надежда Саханская. Коротко о главных событиях. «Восток. Дело». Продолжается работа 8-го Восточного экономического форума. Наши корреспонденты поделятся подробностями второго делового дня. Проблемы прочности и ресурсотехнологиях в условиях климатически низких температур обсуждают на 11-м Евразийском симпозиуме. Расскажем о программе и интересных научных изысканиях. С заботой о здоровье в республике идет вакцинация от сезонных заболеваний. Почему нельзя относиться к вакцинации с пренебрежением и для чего следует соблюдать календарь прививок? Ответы на эти вопросы искали наши коллеги. Боевое развертывание, штурмовая лестница и 100-метровка. В Якутске проходит финал спартакиады среди подразделений противопожарной службы республики. Сюрприз для любителей искусства подготовил театр оперы и балета. Театр представит зрителям эксклюзивную постановку «Князь Игорь». Русская классика в тесном переплетении с якутской национальной культурой обещает стать новым звучанием старой легенды. Новый образ регионов Дальнего Востока, мастер-планы городов и привлечение инвестиций в макрорегион. Таким был второй деловой день программы Восточного экономического форума, в котором традиционно принимает участие делегация Якутии. Подробности в материале Петра Васильева. Важнейший документ, определяющий развитие как самых крупных городов, так и всей республики в целом. В рамках ВЭФ-2023 особое внимание уделили рассмотрению мастер-планов дальневосточных городов. Среди них Нерюнгри и Якутск. Основные вопросы, которые ставили перед разработчиками мастер-плана жители Нерюнгри – это медицина и жилье. Мастер-план отвечает на эти вопросы, предусматривает реконструкцию центральной районной больницы, комплексную застройку, строительство парка культур. Безусловно, мне обделили вниманием и столицу региона. Мастер-план Якутска гостям участников ВЭФ представил мэр города Евгений Григорьев. Здесь ключевые направления – это ликвидация аварийного жилья, развитие туризма, создание территории опережающего развития и Ленский мост. Все для комфортной жизни горожан и привлечения новых инвестиций. Ключевая тема нашего разговора и развития города, она в реализации мастер-плана. Мастер-плана к 2030 году. Сегодня, собственно говоря, говорили о нем. Ключевые проекты обозначены, которые отразятся на жизни всех жителей города Якутска, республики, всего северо-востока нашей страны. Что касается инвестполитики, ее сегодня также ставили во главе угла. Айсан Николаев, представляя возможности региона, отметил рост валового регионального продукта, развитие промышленного производства, увеличение продолжительности жизни. Эти и другие факторы свидетельствуют о том, что Якутия становится одной из прочных экономических опор России. Объем валового регионального продукта у нас за последние 5 лет вырос и превысил уже 2 триллиона рублей с 900 миллиардов в 2018 году. Совокупный размер инвестиций за 5-летие составил 2 триллиона рублей. Это максимум среди всех дальневосточных регионов, а по росту промышленного производства мы поднялись с 56-го на 6-е место в России за эти годы. Одна из важных составляющих инвестклимата – креативный сектор экономики. И здесь Якутия – лидер среди всех регионов России. Это отметил и глава государства в своем выступлении на пленарном заседании ВЭФ. Практику республики по поддержке подобных индустрий распространят на всю страну. В мае прошла выставка «Развитие креативной экономики в России». Тогда состоялась предметная дискуссия, прозвучали интересные предложения от молодых предпринимателей, в том числе из дальневосточных регионов. Так, в Якутии, благодаря усилиям региональных властей, инициативе самих бизнесменов, сложилась одна из лучших практик по развитию творческих индустрий. Например, программирование, архитектура, промышленный дизайн и так далее. Этот опыт лежит в основу подготовки регионального стандарта развития творческих индустрий, который затем будет распространен на все субъекты федерации. Климат всегда диктовал и продолжает диктовать условия жизни во Владивостоке. Не случайно именно здесь, в столице Дальнего Востока, на полях ВЭФ-2023 обсуждают именно климат. Но не в связке с природой, а в связке скорее с экономикой и инвестициями. Ведь именно положительный инвестиционный климат влияет на привлекательность региона для инвесторов. И, судя по последним данным, Якутия в этом деле более чем успешна. Республика расположена на 10-м месте среди всех регионов России по данному показателю. Петр Васильев, Георгий Григорьев, Владивосток.
Побратимские связи между регионами только укрепляются в рамках ВЭФ. Сегодня на полях форума Якутия и Камчатка подписали соглашение о сотрудничестве в проведении конкурса «Моя профессия IT». Камчатский край в сентябре планирует профориентационное онлайн-тестирование учеников 7-11 классов в школах в 4 городах. А региональный отборочный этап конкурса «Моя профессия IT» состоится в очном формате в октябре в городе Петропавловск-Камчатский. Глава Якутии Айсан Николаев выразил уверенность, что соглашение будет плодотворным и поможет раскрыть потенциал детей и молодежи Камчатского края. Отфиксировать те направления, которые особенное внимание получат в ближайшее время. Это сотрудничество в сфере подготовки кадров. Якутия – это признанный лидер в сфере IT-индустрии, креативных индустрий. И то, что республика активно вкладывается в другие соседние регионы Дальнего Востока, для меня очень важно. Ну а между тем с павильоном Якутии на улице Дальнего Востока ознакомился министр по развитию Дальнего Востока и Арктики страны Алексей Чекунков. Главе Минвостокразвития показали разработки Якутии для нужд СВО, также продемонстрировали инвестиционные проекты республики, интерактивный двойник региона и продукцию местных якутских производителей. Завершился визит федерального министра открытием чемпионата по масс-рестлингу. Проблемы прочности и ресурса технологий в условиях климатически низких температур обсуждают на 11-м Евразийском симпозиуме. Мероприятие посвящено 85-летию со дня рождения академика Владимира Петровича Ларионова. О программе и интересных работах симпозиума расскажет Марфирина Алексеева. Ученые и профессора из разных регионов России приехали представить свои доклады и узнать о научных открытиях якутских экспертов. На разных площадках научного центра рассматривают такие темы, как сварка, процессы и технологии повышения прочности и надежности конструкций, узлов и деталей машин, безопасность сложных технических систем в условиях холодного климата. Новые технологические решения рассматривают и в традиционном сварном соединении. Физико-технический институт является первооткрывателем и лидером разработки технологий сварки в России. Сегодня это самое востребованное, самое перспективное направление во всем мире. Сварка в основе всего. И машиностроение, судостроение, энергетика везде. Но практически я считаю, что она недооценена на уровне правительства как наука. Я вот очень много бываю на разных предприятиях, много, так сказать, вот был за рубежом раз. И как бы вот здесь вот именно такого трепетного отношения к научным кадрам, к развитию науки я не встречал нигде. Поэтому я всегда с большим интересом приезжаю сюда, в Якутск. Также были представлены перспективные проекты от кандидатов технических наук. К примеру, Дмитрий Прохоров рассказал об исследованиях солнечного теплоснабжения на базе вакуумного солнечного коллектора. Исследование проводится в условиях города Якутска на специализированном стенде, который Дмитрий установил на крыше института. Цены на топливо растут с каждым годом. Стоимость отпускной цены, стоимость доставки в удаленные регионы, себестоимость произведенного киловатт-часа электроэнергии либо тепловой энергии растут с каждым годом и достигают очень больших значений. Именно для целей производства теплоэнергии, частичное производство теплоэнергии, можно заменять часть тепловой энергии за счет выработки вот именно в солнечных коллекторах, а именно в вакуумных солнечных трубчатых коллекторах. Подобная установка солнечного отопления будет выгодна лишь в том случае, если на теплоснабжение уходят высокие финансовые расходы и наличие значительного объема солнечной энергии. Поэтому для внедрения гибридного солнечного отопления наиболее подходящими могут быть Абыйский, Верхоянский, Верхнеколымский, Момский, Аймяконский, Среднеколымский районы республики. Симпозиум продлится до 15 сентября. В программе помимо научных конференций, мастер-классы и посещение испытательных полигонов. Марфирина Алексеева, Виктор Дьячковский, Якутск. Республика приступает к проекту реализация школьного инициативного бюджетирования. Данный проект разработан и активно внедряется с 2019 года научно-исследовательским финансовым институтом Минфина страны. Идея проекта заключается в том, чтобы школьное сообщество самостоятельно принимало решения о запуске проектов по благоустройству, отрабатывало бизнес-идеи, расширялись факультативные учебные программы, осуществлялись закупки в рамках заранее установленной доли бюджета школы. В настоящее время к реализации школьного инициативного бюджетирования присоединились уже 19 субъектов России.
Это достаточно интересное и перспективное направление. И вот НИФИ, Минфина России уже второй раз приезжают, чтобы провести образовательный интенсив для педагогов вот этих школ и других педагогов, школьников, которые будут разрабатывать проекты инициативного бюджетирования и внедрять в этом уже учебном году, используя гранты по 300 тысяч рублей на каждый проект. Общее финансирование 3 миллиона для 10 пилотных проектов школ. С заботой о здоровье. В республике идет вакцинация от сезонных заболеваний. Врачи настоятельно рекомендуют не относиться к вакцинации с пренебрежением и соблюдать календарь прививок. Подробности узнаем в нашем следующем сюжете. В осенний сезон ожидается увеличение заболевания гриппом, поэтому в августе-сентябре крайне важно от него привиться. Врачи также настоятельно рекомендуют не пропускать и остальные вакцины, прописанные в национальном календаре. Дети с рождения у нас уже начинают вакцинироваться в роддоме. Это БЦЖ, гепатит Б и так далее. В месяц повторная вакцинация от гепатита Б, а также в 3 месяца, 4,5 месяца, в 6 месяцев это прививка комплексная коклюш, дифтерия, столбняк и так далее. Все, что в декретированные сроки указано в национальном календаре профилактических прививок. Прививки обязательно нужно получать. За прошедший месяц в детскую инфекционную больницу госпитализировали порядка 20 детей с диагнозом подтвержденный коклюш. У большинства отсутствовала вакцинация согласно календарю прививок, а также у некоторых детей не были вакцинированы мамы. Та же ситуация наблюдается с гриппом. У нас идет тенденция повышенной заболеваемости коклюшем. Дети, которые когда-то отставали от графика, по каким-то причинам не получили прививку, или дети маленькие, сейчас они попадают к нам в стационар с таким заболеванием, как коклюш, который может сопровождаться осложнениями. Это пневмония, апноэ – это задержка дыхания, сильный приступообразный кашель. У ребенка страдает сон, страдает самочувствие. Стоит помнить, что инфекции циркулируют среди населения на постоянной основе. Вакцинальные инфекции никуда не исчезают. Они постоянно циркулируют в популяции. Мы поставили вакцину, и поэтому мы переносим их легко, либо являемся просто переносчиками бессимптомными. А болеть будут непривитые или незаконченным календарем прививок. Мы живем уже в ту эпоху, когда мы забыли, что люди погибали от инфекционных заболеваний, что от коклюша бывали кровоизлияния в глаза, что от кори дети тоже погибали. Сейчас это обычные заболевания, да? Потому что мы имеем иммунитет. Все мы, кто взрослые особенно, кто 80-е и 90-е прививались и получали полностью вакцинальный календарь, даже при условии, что они не получали ревакцинацию, в той или иной степени защищены. У каждой вакцины есть противопоказания, поэтому необходимо проконсультироваться с педиатром. Причинами переноса или запрета на вакцинацию являются острые аллергические реакции на компоненты прививки и фоновые хронические заболевания. Марина Захарова, Павел Пахомов, Якутск. По данным на 6 сентября отделением Социального фонда республики выплачено свыше 10 миллиардов рублей единого пособия. Так, пособие назначено 97 тысячам детей и 4 тысячам беременных женщин. Напомним, в этом году семьям с доходом менее одного регионального прожиточного минимума на человека с применением комплексной оценки нуждаемости выплачивается единое пособие. Выплаты получают беременные женщины, вставшие на учет в ранние сроки, и родители детей от рождения до их 17-летия. Размер пособия составит 100% регионального прожиточного минимума. В республике прожиточный минимум на ребенка в этом году составил 21 272 рубля, а в арктических районах 25 396 рублей. При назначении выплаты применяется комплексная оценка доходов, имущества семьи, а также учитывается занятость родителей или объективные причины ее отсутствия. Оценка производится за расчетный период, который состоит из 12 календарных месяцев, предшествовавших месяцу подачи заявления. Вот, например, если подать заявление в сентябре этого года, расчетный период считается с августа 2022 года по июль 2023 года. Пособие назначается на 12 месяцев, пересмотру уже не подлежит, и новое заявление подается после истечения 12 месяцев. В Ленске для бойцов начали вязать носки и варежки. Уже пришла первая партия пряжи. Закуплена она на средства 8-летнего жителя Ленска. Мальчик все свои накопленные деньги, а это 25 тысяч рублей, решил передать общественной организации «Ленский покров», которая занимается оказанием помощи бойцам, находящимся в зоне проведения специальной военной операции. Все необходимое для работы нового направления уже приобретено. Мастерицы разобрали первые клубки пряжи. Дело пошло. Связать носки для своих могут все желающие. Пряжу можно взять в историко-краеведческом музее. Также можно принести ненужные вязаные вещи для роспуска.
А мы решили, что нужно наших ребят еще утеплить. И вот мы решили открыть новое направление от Ленского покрова, которое называется «Вяжем СВО им», ну то есть своим. Эта вся партия пряжи пойдет на носки. Носки именно с этой пряжи будут только под берцы. Вообще мы планируем вязать носки разных направлений. Одни будут под берцы, одни будут для сна. Будем вязать рукавички с пальчиком для спуска курка и будем вязать шапки, которые пойдут у них подшлемники шапки. Но вот именно эту пряжу, именно такого состава, которого надо, мы заказали под берцы, она пойдет под брендом Санька. В селе Хатыстыр Алданского района состоялась церемония открытия памятной таблички Петру Корнилову, офицеру боевых действий, погибшему при выполнении боевых задач. Табличка установлена на фасаде дома, в котором Петр вырос. На церемонии присутствовала Татьяна Вахнина. Эти фотографии запечатлели жителя села Хатыстыр Петра Корнилова с супругой и сыновьями Саяном и Артемием. Петру всегда будет лишь 36. В июне 2022 он героически погиб при выполнении боевых задач на территории Запорожской области. Сентябрьским днем состоялась церемония открытия мемориальной таблички, установленной на фасаде дома в селе Хатыстыр, в котором прошло детство Петра. Весь его жизненный путь – это путь настоящего мужчины, воина, исполнившего свой воинский долг до конца. Открытие мемориальной доски будет служить памяти о Петре среди земляков и помогать нам в воспитании молодежи в духе любви к нашей Родине. Биография Петра поистине героическая. Ветеран боевых действий, в прошлом он не единожды бывал в командировках в Северо-Кавказском регионе. Со спасением людей всегда была связана профессиональная деятельность и вне воинской службы. Петр оказался в рядах тех, кто первым откликнулся на участие в операции, объявленной президентом России в феврале 2022 И сказал, что кто же, если не мы? Мама, ты хочешь, чтобы срочники поехали воевать? Лучше будем воевать мы, поедем, с опытом ребята. Деятельный, неравнодушный, общительный и всегда готовый помочь. Именно таким он остался в памяти тех, кто его знал. Поддержать близких и воздать дань уважения герою пришли жители села и члены общественных организаций, друзья детства, коллеги, однополчане и школьные учителя Петра. Петр был, конечно же, замечательным мужем и отцом. Он был очень отзывчивым, поэтому по зову сердца он сразу же откликнулся на такую ситуацию и принял в ней участие, поскольку он никогда не мог оставить в стороне людей, попавших в трудные ситуации. Посмертно Петр был награжден Орденом Мужества. Подвиг героя неизмерим. Его отвага и самоотверженность – достойный пример для юных поколений. Установить на фасаде дома мемориальную табличку близким Петра было предложено главой Белецкого наслега. Сказал, что это нужно вообще-то для военно-патриотического воспитания вообще молодежи не только нашего села, Белецкого наслега, но всей Якутии, всей России. Сейчас власти и активисты села продумывают идею об увековечении памяти военнослужащих уроженцев наслега, которые погибли в горячих точках. Предполагается, что в будущем в Хатыстыре появится мемориальный парк. Татьяна Вахнина, Сергей Шипачев, село Хатыстыр, Алданский район. Труппа Русского театра в составе 50 человек находится на гастролях в Мирном. В этом году репертуар гастролей подобран таким образом, чтобы охватить все вкусы и предпочтения зрителей. Артисты в течение недели показали зрителям алмазной столицы спектакли «Капитанская дочка», «Часы с кукушкой», «Слишком женатый таксист» и «Кентервильское привидение». Гастроли прошли с большим успехом и были тепло приняты мирнинцами. Мы шли правильным курсом, мы все правильно делали, и результат, вот он. Сегодня мы здесь, на площадке Мирнинского театра, и фактически весь зал, который, как выясняется, большая редкость, когда был заполнен полностью. Сейчас ставим даже дополнительные места. Вот и все. Так должно быть постоянно. Это не то, что мы такие красивые, такие хорошие. Нет, это должно быть у каждого театра. У театра должен быть зритель. А здесь зритель есть, поверьте мне.
В свою очередь, сюрприз для любителей искусства подготовил театр оперы и балета. Так, уже 14 сентября театр открывает 53-й сезон и представит зрителям эксклюзивную постановку «Князь Игорь» по мотивам слова о полководце Игореве, которая была поставлена в 2015 году. Русская классика в тесном переплетении с якутской национальной культурой обещает стать новым звучанием старой легенды. Главные партии князя Игоря и Ярославны исполняют Александр Емельянов и Прасковья Герасимова. Партию князя Галицкого якутскому зрителю представит гость из Москвы Олег Диденко. Спектакль очень большой, насыщенный, с участием хора, солистов, балета и требует очень высокого профессионализма и мастерства. Спектакль уже проходил в Китае, в Москве, в Санкт-Петербурге в 2015 году. Но сейчас абсолютно новое прочтение, интересное. Гениальный мастер Андрей Савич Борисов ежедневно на ходу придумывает фишки, очень интересные задумки и абсолютно новое дыхание у этого спектакля. И последнее. В Якутске проходит финал спартакиады по профессиональным видам среди подразделений противопожарной службы республики. Это традиционные соревнования, которые проводятся с 2009 года. С самыми быстрыми, ловкими и выносливыми огнеборцами республики встретилась наша коллега Мария Кардашевская. Каждое состязание в пожарно-спасательном спорте оценивается в первую очередь на время. На выполнение каждого уходит в среднем от 5 до 13 секунд, что очень важно. Ведь огнеборец – это тот человек, у которого нет ни секунды на промедление. Вязка спасательной веревки, подъем по штурмовой лестнице, надевание боевой одежды и другие навыки, которые каждый пожарный использует в своей работе практически ежедневно. Тут имеет значение каждая миллисекунда. И сегодня лучшие 6 команд из Хангаласского, Намского, Верхнеулюйского, Горного, Вилюйского и Татинского районов готовы выложиться на все 100. В течение 6 лет команда Усть-Алданского района занимала первое место, а в этом году она сенсационно проиграла в региональных соревнованиях. И поэтому в этом году явного фаворита нету. Победит самая подготовленная и сильнейшая команда. Ну, пока вот Хангаласский Луз в финале никогда не был первое место. Вот. Сегодня настроились взять первое место. В прошлом году второе заняли. Вот в этом году мы настроились, потренировались хорошо. Среди судейской комиссии в этом году победитель прошлых соревнований, член сборной команды республики, которая отстояла честь Якутии, заняв второе место на межрегиональных соревнованиях Дальнего Востока, Тимофей Сергеев. Он занимается пожарно-прикладным спортом уже 10 лет и знает точно, как нужно выполнить дисциплину, чтобы не только победить в соревнованиях, но и спасти чью-то жизнь. Пожарный должен всю дисциплину правильно сделать. Одевание ремня, каски, сапогов, чтобы все правильно было. Если там неправильные, например, сапоги полностью не надеты, тогда уже это попытка. Время не зафиксируется. В среднем здесь по одеванию боевой одежды 8 секунд. В реальных ситуациях на пожарах тоже это самое. Тоже боевка лежит на стеллаже, прямо так же. И в каждом вызове одеваются так же и делают на пожар. Спартакиада по профессиональным видам среди подразделений противопожарной службы – это не просто соревнование. В первую очередь, это способ поддержания профессиональных навыков пожарных, ведь именно они помогают им спасать жизни. Мария Кардашевская, Иван Сорокаумов, Якутск. К этому часу это все новости. Мы следим за развитием событий. Оставайтесь с нами.